Google Переводчик, являющийся одним из самых популярных служб автоматического перевода, впервые за 4 года вводит новые языки. Компания объявила, что отныне Google Translate будет поддерживать 108 языков, в том числе татарский, туркменский, уйгурский, киньяуранский и адийский. В публикации Google указывается, что на этих 5 языках говорит около 75 миллионов человек по всему миру. Компания сообщила, что обновление будет доступно для большинства пользователей в ближайшие дни и будет поддерживать перевод текста и веб-страниц, а также виртуальную клавиатуру. Перед собранием, которое пройдет в Генеральной Ассамблее ООН, была начата акция по сбору подписей для привлечения внимания мирового сообщества к вопросу Восточного Туркестана и призыва оказать давление на Китай относительно лагерей перевоспитания. С момента начала акции, запущенной на сайте Аваз.орг, целью которой является сбор 1 миллиона подписей, к полудню четверга было собрано 750 тысяч подписей. Ожидается, что это число превысит 1 миллион. Организаторы акции призвали Китай прекратить угнетение народа Восточного Туркестана и сделали следующее заявление. Вниманию Комитета ООН по правам человека, парламентов и компаний, ведущих торговлю с Китаем. Содержание под стражей свыше 1 миллиона человек, пытки и психологическое давление, которым подвергаются узники, является преступлением против человечества. Мы призываем вас осудить этот беспредел и ввести санкции в отношении Китая до тех пор, пока китайское правительство не будет соблюдать элементарные права человека. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила Индию в связи с бездействием полиции во время жестоких побоев мусульман, Израиль из-за незаконных еврейских поселений и режим Асада из-за гибели мирных жителей в Идлибе. Что касается Китая, то Бачелет призвала администрацию Пекина соблюдать права уйгуров и других тюрков. Подчеркнув, что рада приглашению китайского правительства посетить страну, готовясь к визиту, мы продолжим запрашивать неограниченный доступ для комиссии, которая предварительно направится в Китай. Мы попытаемся проанализировать ситуацию с правами человека, в том числе положение уйгуров и других тюрков. С другой стороны, Верховный комиссар ООН осудила индийскую полицию из-за бездействия во время побоев мусульман, выступивших против нового закона, принятого ультраправым правительством Моди, и сообщила, что начиная с 23 февраля во время беспорядков погибло свыше 30 человек. Власти Саудовской Аравии объявили, что малое паломничество и визиты в мечеть пророка были временно приостановлены из-за эпидемии коронавируса нового типа. С другой стороны, было объявлено, что наряду с Тегераном в 23 иранских провинциях было отменено совершение пятничных молитв. Министр здравоохранения Ирана Саид Немики заявил, что такое решение было принято в целях предотвращения новых случаев. Стало известно, что помощник президента Масуми Эбтикар также был заражен коронавирусом. Министерство здравоохранения Ирана заявило, что число погибших увеличилось до 26, а количество случаев заболевания достигло 245. В свою очередь, число инфицированных в Европе продолжает расти. Губернатор Хатая Рахми Доган сообщил, что в результате нападения на турецкие вооруженные силы в Идлибе погибло 33 солдата. Рахми Доган отметил, что большое количество военных получило ранения. Состояние некоторых раненых критическое. Объясняя, что на момент появления информации о нападении число погибших солдат составляло сначала 9, а затем 22, губернатор с глубоким сожалением сообщил, что в дальнейшем эта цифра выросла до 33. Все раненые солдаты были перевезены в страну через пограничный пост Джилвегözü и госпитализированы. После нападения в Анкаре прошло внеплановое совещание Совета Безопасности под председательством президента Эрдогана.